я не буду называть тогда авторов, ссылок. Албания занимала территорию с севера на юг от крепости Чула до реки Арас, с запада на восток от Ивери до линии рек Алазани и Иори и крепости Хунаракет до Каспийского моря. Ну, в разных источниках по-разному это говорится. Я сразу хочу здесь оговориться, что я специально называю реку Арас Арасом, его настоящим названием не Араксом, не Аразом, а Чула в моем написании это значит город Дербент, который путает постоянно Чула Чор с Беличи. У меня специальная работа, поэтому для интересующихся потом можно представить. Дискуссии действительно о границах Кавказской Албании, об этносах не прекращаются и по сей день. Эти споры, к сожалению, носили и носят политический характер. Вот как мы убедились, так армянские некоторые ученые относят южную границу к реке Кур, а азербайджанские ученые относят южную границу вдоль реки Араз. Значит, это ссылаются на известных авторов, но к сказанному уважаемому Бабкену Рутюновичу я просто подчеркну, что больше слов в лезгинском языке связаны со словом «ал». «Ал». Во-первых, Албания – это до создания Валаршаком, парфянским царем, раз он создавал где-то на какой-то территории это, значит, там к этому времени жили какие-то народы, поклоняешься богу Алпану. Алпан – бог огня в лезгинской мифологии, значит, традиции. И Ал – это красный, значит, красный бог. А то, что говорите Алу, Алу в лезгинском языке – это огненный. Ну, навряд ли у царя может быть такой характер мягкий, и навряд ли тогда такого царя вообще-то избирали бы. И к тому, что, значит, армянская территория, значит, правобережья Кур, я приведу просто один пример. Арцах, Арсах, значит, вы знаете, когда, значит, упразднили царство, значит, Албании, тогда правили Албании великие князья. И они всегда, значит, писали свой титул Арс-Ваган, Арс-Вален, то есть военный титул, это полководец. Арсах, значит, земля Арсов, земля воинов. Это не народная этимология, это как раз таки из истории вытекает. Вот. Ах, это топоним значит, Кавказской Албании. Во многих вот селах, допустим, Микрах, Урах, везде ах. Ах, это малая родина, честь, совесть. Так переводится с лезгинского языка. И плюс к тому, что, значит, река Арас, военная река. Бог войны Арес, вот Арс, вот титул. А потому что за рекой Арас жили медяне. Медяй по-лезгински враг. Все это говорит о том, что на правобережье жило албаноязычное население, как называем албанцами. Албанцы это собирательный этноним, не этноним, а собирательный термин. Вот, поэтому я думаю, эти споры бесперспективные и некорректные, говорить, что там только армяне жили, только это... Ну, бывало, что это правобережье, значит, в угоду, значит, римской и персидских царств, значит, империй переходило из рук в руки. В зависимости от геополитики, значит, Кавказа, Рим и Иран играли огромную роль. Ну вот поэтому вот это возникновение Албании... Простите, вы отвечаете мне или читаете ваш доклад? Нет, это мой доклад. Я просто некоторые вещи упускаю. Вот. Рождение Албании связывают со многими датами. То, что здесь уважаемый академик привел, никак не согласуется со многими данными источников. Значит, ну вот, в частности, Бабай утверждает, что албанское государство возникло в конце IV, начала III века до нашей эры. Но армянские ученые склоняются к более поздней дате образования албанского государства. Значит,
По нашему мнению, рождение закавказских государств Албании, Армении и Верии напрямую связано с распадом царства Урарту в VI веке до нашей эры и включением его территорий в состав Мидии. Изучение и анализ ряда данных, этнические карты, лексический фольклорный материал и прочее позволяют полагать, что после падения Урарту многие народы из Передней Азии могли мигрировать на север, от Закавказья до Северного Кавказа. Вероятно, именно в этот период по зависимости Мидии происходило образование новых закавказских государств, в том числе Албании. Значит, вот, по всей вероятности, этому как раз предшествовала, значит, длительная борьба за перераспределение земель и рождение новых государств, хотя и в разной степени зависимых от своих сюзеренов.